В эфире новости спорта. Здравствуйте. Россиянин Роман Репилов одержал победу в общем зачете Кубка мира по санному спорту. В заключительном этапе сезона, который прошел накануне в немецком Кёнигсее, россиянин занял третье место. Лучшее время показал его соотечественник Семен Павличенко. Третьим стал австриец Йонас Мюллер. По итогам 9 этапов Репилов набрал 765 очков и занял первое место в общем зачете Кубка мира. На второй позиции сезон завершил итальянец Доминик Фишналлер. Тройку лидеров замкнул Павличенко. Для 23-летнего Репилова эта победа в общем зачете Кубка мира стала второй в карьере. Сборная России по биатлону заняла второе место в медальном зачете чемпионата Европы, завоевав 2 золотые и 2 серебряные награды. Соревнования прошли в Минске. Медали высшего достоинства в копилку команды принесли Евгения Павлова, первенствовавшая в суперспринте, и Матвей Елисеев, одержавший победу в спринте. Серебро завоевали Кристина Резцова в гонке преследования и российская команда в смешанной эстафете. Первое место в медальном зачете заняла сборная Белоруссии, в активе которой 3 золота и 1 бронза. На третьем месте соревнования завершили норвежцы. У них 1 золото, 2 серебра и 3 бронзы. Ситуация со вспышкой коронавируса не скажется на планах организаторов чемпионата мира по футболу в Катаре. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета турнира. Напомню, в субботу Министерство здравоохранения страны-хозяйки Мундиаля зарегистрировало первый случай заражения вирусом. Мировое первенство должно пройти в Катаре в 2022 году. Из-за коронавируса уже было отменено множество соревнований, в том числе международного масштаба. Так не состоялся ряд отборочных турниров к Олимпийским играм в Токио. Также были отменены чемпионат мира по легкой атлетике, игры Кубка Федерации по теннису, Кубок мира по горнолыжному спорту, чемпионат мира по шорт-треку и мировое первенство по настольному теннису. На территории нашей республики из-за коронавируса на неопределенный срок был перенесен международный турнир по вольной борьбе памяти Романа Дмитриева, который планировалось провести в эти выходные. Омский «Авангард» выиграл у уфимского Салавата Юлаева в стартовом матче серии первого раунда плей-офф континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Балашихе и завершилась со счетом 5-2. В составе победителей дубль оформил Кирилл Семенов. По одной шайбе забросили Сергей Шумаков, Андрей Стасий и Валентин Пьянов. У гостей отличились Линус Усмарк и Тему Хартикайнен. В завершившемся регулярном чемпионате клубы провели между собой 4 матча. Во всех встречах победу праздновали омские хоккеисты. Таким образом, счет серии до 4 побед стал 1-0 в пользу «Авангарда». Второй матч раунда пройдет 3 марта, также в Балашихе. Футболисты «Реала» обыграли «Барселону» в матче 26-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Мадриде на стадионе Сантьяго-Бернабеу и завершилась со счетом 2-0. Авторами забитых мячей стали Винисиус Жуниор и Мариано Диас. Для «Реала» эта победа стала 95-й в очном противостоянии. Столько же побед на счету каталонцев. Еще 53 встречи завершились в ничью. Благодаря успеху в этой игре сливочные опередили «Барселону» и вышли на первое место в таблице чемпионата, набрав 56 очков. В активе сине-гранатовых 55 пунктов. В следующем туре «Реал» на выезде встретится с «Бетисом», а «Барселона» дома примет «Реал Сосьедад». «Арсенал» со счетом 2-1 победил в Сочи в гостевом матче 20-го тура Тинькофф российской премьер-лиги. У тульского клуба 2 результативными ударами отметился Евгений Луценко. Единственный гол хозяев поля забил новичок команды Александр Кокорин. Для него эта игра стала первой официальной встречей в составе сочинского клуба. Напомню, нападающий перешел из «Зенита» в феврале на правах аренды. «Арсенал» одержал 3-ю победу к ряду и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав 28 очков. Сочи идет на последней 16-й строке, имея в активе 15 пунктов. В следующем туре «Арсенал» на выезде сойдется с Оренбургом, а Сочи на своем поле примет «Урал». Якутский мини-футбольный клуб «Заря» со счетом 5-3 обыграл Архангельскую Северную Двину в матче 22-го тура пари-матч высшей лиги России. В составе якутян дубль оформил Адам Габибов. По одному взятию ворот провели Джулстан Пестряков, Антон Колесов и Иона Демин. У проигравших отличились Константин Чащин, Егор Свищев и Артем Ковязин. В данный момент «Заря» располагается на 8-й позиции турнирной таблицы конференции «Запад». На счету команды 25 пунктов. Северная Двина идет 12-й, набрав 17 баллов. В следующем матче регулярки якутяне сыграют с Московской Красной Гвардией. Встреча пройдет 18 марта. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе спортивных новостей на Якутия 24.